научный отчет. И самое главное, правильно сделала то, что я сделала это по данным сплошным, стопроцентным данными Статистического комитета Республики Саха-Якутия, тогда я СССР, Якутской автономной республики. И вот, когда вот это мы рассчитали, значит, увидев это, услышав, я зарегистрировала в статуправлении Якутии и в статуправлении Российской Федерации Комитета статистики. То есть мои цифры приобрели статус справочника. Никто не мог сказать в том, что мы врем. У нас все данные были государственной статистики. И вот тогда меня пригласили выступить в правительстве, в госплане, меня выступить в обкоме партии. Ну, слушали, которые, они не знали, что какие данные могут быть. И тогда, вы помните, уже понятие хозрасчета. Что это означало? Прибалтийцы сделали, значит, Грузия, Казахстан. И они там сделали баланс, и по нему вот эти новые показатели получились. И вот тогда, значит, решили, создали большую комиссию, состав работников обкома правительства Якутии и, значит, ученых. Вот этой комиссии человек около 40, руководителем был председатель правительства Шамшин, от отдела экономики Кириллин Андрей Дмитриевич, я была научным руководителем. Нас направили куда? Профилакторию Якут-Золото, сейчас вот золото Якутска, Якутск золото. Вот там был профилакторий, и нам сказали, пока вы не сделаете вот этот хозрасчет доклад, вы оттуда не выйдете. Первое, когда мы собрались, я была в панике, потому что мы говорили на разных языках. Мы никак не понимали друг друга. Я думала, ну зря я взялась это делать. Но потом начали мы разговаривать уже нормально. Мы очень быстро, в пределах месяца, мы сделали эту работу. Но возникло препятствие. Когда обком прочитал, мы же там писали о том, что надо использовать рыночные отношения, значит, вот это все. И считаем, что по объему валовой продукции Якутия является республикой, не автономной республикой. Дальше второе предложение в том, что природные ресурсы, земля и так далее должна быть собственностью регионов, всех народов, живущих на этой территории. Ну вот, это кому не понравилось, потому что, конечно, в центре никто бы не поддержал. Значит, месяц проходит, мы не можем опубликовать в местной газете «Социалистическая Якутия», то тогда мы с Андреем Дмитриевичем идем на прием к Прокопьеву. Он принял. Я там нашла, ну не нашла, а Конституцию мы же обычно не читаем. И вот там же статья была, что природные ресурсы земля все является собственностью государственной, написано. Что мы нарушаем? Мы ничего не нарушаем. На основе этой Конституции мы предлагаем. Ну, тогда он все-таки разрешил публикации, это в газете было. Но самое удивительное, когда я пошла искать в нашей библиотеке эту работу, то оказалось, кто-то украл его. Ну, где-то, наверное, может, сохранилось. Но удивительно было то, что мы же ведь не имели опыта рыночной экономики. Но мы все равно путь развития наметки дали правильные. Теперь дальше, после этого, значит, когда монографию я выпустила, значит, мне решили, что надо докторантуру. Решила поехать в докторантуру. Меня политика совсем не интересовала. Я хотела докторскую сделать, хотела сделать свою экономическую школу, мне наука очень нравилась. Ну и поехала в Москву. Это где-то в конце августа или в начале сентября. Потом я приезжаю, и мои молодые ребята, моего вот этой группы, и вот сидит Роман Романович,
Он был активный молодой человек, занимался промышленностью, и по его идее, значит, решили без меня выдвинуть, альтернативные выборы же идут, выдвинут от имени этого коллектива в кандидаты, депутаты, народный депутат Российской Федерации. Когда я приезжаю, они мне эту новость говорят, ну, значит, надо документы оформлять, а мне эта политика совсем не нужна. Ну, мы спорили, под конец мне сказали, ну, депутат же не работает постоянно, докторскую сделаете, зато проезд бесплатный будет, потому что съезд бывает 3-4 раза. Ну, и кроме того, мы очень поддерживали тогда демократию, значит, нам хотелось участвовать в этом процессе, ну, и пошли. Пошли с этими молодыми ребятами вот на эти выборы. И самое интересное, там не было никаких вот этих, то, что сегодня административные методы или еще что-то. Если иногда в одном автобусе человек 9 кандидатов выходили на сцену, каждый рассказывал свою программу, они давали вопросы, мы отвечали, вот так было. Ну и вот самое удивительное то, что мы совсем не собирались вообще-то, слушайте, там же были кандидаты секретаря обкома, министры, председатель правительства, ну какой-то научный сотрудник, ну что она может там, кого победить. Но фактически вышло, что мы во втором сроке вышли. И вот таким образом я оказалась депутатом, но все-таки я постоянно там не работаю, поэтому как-то я спокойная была. Ну, вдруг через месяц приходит, по всем округам отправили с Верховного Совета Российской Федерации о том, что надо отправить одного депутата на организацию первого съезда. Ну, кого отправят? Не министров же, не секретарей обкома, конечно, наука. Женщина еще одна. Поехала туда. Поехала больше 100 человек депутатов. Собрались мы, консультанты и так далее, было очень много. Мы должны были в центральный, я попала в группу, которая занималась вот этим вопросом. В основном там были известные люди, членкор, академики, доктора, там, руководители предприятий. Когда я зашла в первое заседание, мне стало плохо. Потому что, слушайте, альтернативные выборы, помните, депутаты как выступали без текста, они могли цитировать его классика, говорит без текста 3 часа. Мне казалось, я не туда попала. Ну, слушайте, депутатов более 1000. А там твое предложение принимает голосование. А принятым считается, когда голосует 50% плюс 1 депутат. Это минимум. То есть я должна была в свою сторону перетянуть 500 с лишним депутатов. А я кто? Нигде неизвестно, даже не очень-то в республике. Думаю, ну зачем мне надо было сюда ввязываться, когда я ничего не смогу свое обещание-то выполнить. Программу-то делала по своим исследованиям, поэтому люди меня поддержали. Ну и тогда что? Волновалась, неделю сидела, молчала. Потом успокоилась. Слышу, ну предмет этого разговора я понимаю, я знаю. У меня даже есть альтернативное предложение. Решила выдвинуть свое предложение в очень простом вопросе. Мы должны были определить рассадки депутатов в зале, сталинском зале, который сейчас состоит из зала Александрийского и Елизаветская. Такой длинный, узкий. И наши депутаты сидели по алфавиту и сидели, значит, я в конце. Там даже кто сидит в президиуме, мы не видели. И голосовали только, вот и все. Я говорю, депутаты по закону равноправны. Почему мы должны сидеть в конце? Давайте ротировать места депутатов из заседания съезда, ну, каждый менять места. Мы были в середине, в конце и около трибуны. Ну, тогда, когда выдвинула меня просто заместитель председателя парламента России, ну, осадила, сказала,
ну, какой-то депутат с периферии, неизвестно, хочет изменить сложившийся порядок проведения съезда. Ну, что делать? Вышла на перемене, стою расстроенная, значит, чай за чаем. И подходит мужчина такой высокий и говорит: ваша поправка мне понравилась. Я Челябинская, говорит, буква Ч, тоже сидит там, как мы. И вот, говорит, давай, говорит, половину алфавита мы перетянем себе. Я говорю, давай. И мы так и сделали. И мы это предложение в регламент внесли, и мы так сидели. Тогда я поняла, если депутатами работать, то можно работать.